Хочу сказать, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции не только в Крыму, но во всем мире очень напряженная. Есть больные, которые неделями находились дома с тяжелой формой пневмонии. В нашем Бахчисарайском районе вот за 28 число было зарегистрировано 84 случая, новых случаев коронавирусной инфекции. С каждым днем количество этих больных увеличивается. Пришлось открыть госпиталь в Бахчисарайском нашем районе. Ну, вот, ситуация очень сложная, критичная, и я считаю, что эта вирусная инфекция достигла апогея своего. И когда пойдет снижение, мы не знаем, пока, но думаем, что к весне количество ковидных больных будет уменьшаться, надеемся, по крайней мере. Характерной для ковид-инфекции симптоматики особой нету. Потеря обоняния – один из основных признаков, которые могли бы быть характерными для этого заболевания. Это типичная клиника острого респираторного заболевания. Это и боли в горле, першение, покашливание, у некоторых насморк, у некоторых чихание. Поэтому это заболевание, знаете, проходит не только в такой тяжелой форме, но очень много больных бессимптомными, средней клинической формы. Вот они-то и поддерживают эпидемиологическую ситуацию на высоком уровне. Вот они способствуют распространению вот этого заболевания. Дело в том, что ковидная инфекция, она по-особому поражает легкие. Значит, здесь происходит повышение свертываемости крови, понимаете? И это защитный механизм, называется медициной диссеминированный внутрисосудистый синдром. На эту инфекцию наша сосудистая система отвечает как защитная реакция, как будто в виде повышения свертываемости крови, да? Но оно в данном случае играет отрицательную роль, понимаете? Забиваются все наши бронхиолы, маленькие, вот у нас трахея, потом бронхи, потом бронхиолы, потом альвеолы. Вот эти альвеолы полностью забиваются тромбами, микротромбами, и поэтому больные не могут нормально дышать, дыхательная функция снижается, сатурация, насыщение кислородом меняется, и за счет этого больные тяжелеют у нас. Надеяться только на основании вот этого теста делать заключение, что нет ковида, мы не можем, да? Мы должны следить за клиникой заболевания. И в динамике, конечно же, потом можно будет определить уровень антител, да, и на этом ретроспективно потом можно сказать, да, у этого больного была коронавирусная инфекция. У нас явно ковидная больная, которая, по клинике ковидная, не подтвердилась, сколько бы ее ни брали, да, не подтвердилось. Но я не знаю, как это объяснить, да, время даст на это ответ. Нет у нас совершенных тестов, тоже нужно это признать, понимаете. Даже вот эти экспресс-тесты могут давать неправильные ответы. Посещать эти массовые мероприятия, это очень рискованное дело, да. Это приводит к тому, что вот эти мероприятия способствуют появлению вот таких, распространению этих больных. Я с горечью хочу отметить, да, после такого мероприятия, я не буду называть какое-то мероприятие, да, моих очень хорошо двое или трое знакомых заболели, двое даже от этой инфекции умерли от этой инфекции, да. Вот такой печальный исход. Это массовые мероприятия рекомендуется не проводить, свадебные мероприятия, джаназе. Вот у нас в апреле месяце после похорон 5 человек заболели ковид-инфекцией. И свадебные мероприятия. Есть жертвы.
молодые люди погибли, понимаете, молодая женщина погибла. И в нашем микрорайоне тоже, в 6-м тоже были случаи, да, такие, с таким летальным исходом. Если вы больны коронавирусной инфекцией или заразились, да, и так у вас иммунитет понижен, вам плохо, а еще плюс к тому еще присоединяется грипп, понимаете, сезонный, да? И на фоне этого что будет? Еще хуже будет, еще будут эти заболевания. Поэтому я обращаюсь, да, ко всем, чтобы от плановых вот этих прививок сезонных, да, от сезонного гриппа мы не отказывались и прививались. Любой препарат, какой бы он там ни был, да, он должен пройти испытания. Да? И я думаю, сейчас говорить о массовых прививках против ковид-инфекции населения не приходится. Это такая инфекция, которая передается не только через воздух, да, но и выделением больных, фекально-оральным путем. Поэтому поддерживать чистоту рук, мытье рук – одно из профилактических мероприятий, особенно мылом несколько раз после каждого соприкосновения с поверхностями, это очень важно. Стараться не касаться, понимаете, раз вот у вас на руках есть этот вирус, стараться не касаться лица. Потому что эти дезинфицирующие средства могут действовать только на бактерии, а на вирусы вообще не действовать, понимаете, да? Поэтому важно ознакомиться с инструкцией. Не все маски спасают, да, они разные, да. И в отношении масок, да, ну, тоже они разных видов бывают, разных типов бывает, да, и они тоже не всегда спасают, да. И потом некоторые у нас несколько дней носят эти маски, да, в карман положили, носят, да, так это не делается, да. Маска должна прилегать к лицу плотно. Респираторы, которые тоже хорошо очищают воздух. Авиценна сказал, паника – это половина болезни, спокойствие – это половина здоровья, а терпение – это начало выздоровления. Если мы впадаем в панику, значит мы начинаем болеть еще больше, да? На 50% нам становится хуже. Поэтому мы должны быть терпеливыми, в панику не вдаваться, лечиться своевременно, да? Обязательно обращаться к специалистам, чтобы они оказали помощь.